когда началась фальсификация истории Абхазии. Еще 100 лет назад, когда не существовало Советского Союза и была царская Россия, уже тогда начинается фальсификация истории Абхазии. Также Петр Карлович Услар не по случайности поступил так, как поступил. Царская власть обрушила на абхазов множество ужасов и бедствий. Большая часть абхазского населения дважды была массово выселена из Абхазии. Но позднее уже начинается проведение чуть иной политики. С этой точки зрения, период с 1905 по 1907 год был переломным, поскольку до этого абхазскому народу официально, по распоряжению императора, был присвоен статус виновного населения. С 1907 года этот статус был снят. Снятие статуса виновного населения имело множество причин, и мы долго могли бы говорить об этом, но один из главных причин заключалась в том, что царизм решил в большей степени противопоставить абхазов грузинам. Для этого было использовано снятие статуса виновного населения. В связи с этим абхазам были предоставлены различные привилегии, и уже тогда начинается фальсификация истории Абхазии. Первым таким трудом была книга русского автора Воронова, деда известного сепаратиста Юрия Николаевича Воронова. Эта книга имеет очень многоговорящее название «Абхазия, не Грузия». Здесь уже все заложено в название книги. Это является первой попыткой создания истории Абхазии, где фальсифицирована практически вся история, начиная с древних времен до 1907 года. Однако, потом русские понимают, что книга с таким названием не должна иметь русского автора, и лучше, если автором такой книги будет, например, Инал-Ипа. Для большей убедительности должны быть фамилии абхазского происхождения. Или хоть грузинские фамилии. Да, хоть грузинские фамилии. Грузинские фамилии особенно важны, когда ты апеллируешь и опираешься на грузина.